Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 27 ноября по 3 декабря проводят традиционный республиканский фестиваль. Зима начинается с Якутии. Основной локацией выступает Якутск. Собственные мероприятия подготовили и районы республики. Фестиваль «Зима начинается с Якутии» проходит в республике с 2011 года и стал визитной карточкой региона. О ярких моментах фестиваля в столице мы поговорим сегодня. Гость студии Владимир Аржаков, заместитель главы города Якутска. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Окружная администрация, один из организаторов республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Вот так что интересного приготовили для горожан и гостей фестиваля в этом году? Еще раз добрый день. Традиционно «Зима начинается с Якутии» у нас проводится уже который год. Вот. Помню, когда у нас была пандемия, да, когда было все это приостановлено, и вот Республиканским организационным комитетом было решение провести данное мероприятие. Вот. И, соответственно, по мероприятиям мы, как соорганизаторы города Якутск, выступаем, потому что все основные мероприятия проходят на территории города Якутска. Вот. И город Якутск является ключевой точкой входа в Якутию. И, конечно, это традиционные мероприятия, конкурс строганина, вот, конкурс ледяных скульптур. Также у нас музыкальные конкурсы, бриллиантовые нотки, культурные конкурсы, да, вот, гастрономические у нас мероприятия, да, «Вкус Якутии». Нововведением этого года у нас является, будет шествие грузовых автомобилей, украшенных вот, в этом году по нашему новому проспекту, отремонтированному. Вот, порядка 20 с лишним машин будет задействовано. В основном это будут производители, местные производители города Якутска. Вот. То есть такой своеобразный предновогодний парад будет. Да, ну и, конечно, благотворительные акции. Вот, не забываем про наших детей, не забываем про наших семей, участников СВО. Поэтому этими мероприятиями они будут охвачены. Вот расскажите подробнее о международном конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Вот, какое место занимает этот конкурс в программе фестиваля? Так, «Бриллианты Якутии» – это ледовый парк «Северное сияние». Любимое место, куда собираются наши горожане. Да? Это наш пляж, дамба. Вот, и данное мероприятие у нас с 90-х годов проводится. Вот. Ну и, считая, с 16 года уже имеет статус международные мероприятия. Вот. И в этом году у нас 20 команд. Допустим, из них 4 команды от города Якутска, 9 команд с районов. Вот. Из Монголии у нас, получается, сильнейшие команды из Монголии, 3 команды. Вот. Республика Тыва. 2 команды с Хабаровского края. А с Хабаровского края там семьи, 2 семьи. Это мать и сын. 2 команды. Вот. Они раньше приезжали, участвовали. В прошлом году ранее приезжали. И сейчас уже вот семьей приехали, участвуют. Очень интересные. Ну и ледовые, также снежные фигуры, они вообще популярны по всему миру. Вот. А почему к нам эти команды тянутся? Ну, во-первых, испытать наш холод. Это атмосфера холода, это творческие люди, они заряжаются энергией, у них появляются новые идеи. Ну и как народ, да, народ Саха, местные жители, которые у нас живут в Якутии, мы тоже очень интересные, наши идеи, наша мифология, наша философия. Вот. Команда, которая должна была прилететь из Тувы, они не смогли прилететь, потому как их сняли с рейса, потому как они пытались с собой провести электропилу, которая по соображениям безопасности там не разрешается. Вот. И вот наши участники, к сожалению, они были сняты с рейса, вот, не смогли приехать. Вот такое вот желание у людей работать. Ну и особенностью этого конкурса в этом году являются кубки, 6 кубков. Вот, благодаря спонсорам они сделаны. Это эксклюзивные кубки. Они украшены бивнем из мамонта, вот, инкрустирован бриллиантом. Вот. Поэтому чисто за счет спонсоров
называется, получается, «Бриллианты Якутии», и спонсорами выступили наши ювелирные компании, которые все это изготовили за свой счет. Ну, за ценный приз действительно и Да. побороться хочется Вот. действительно, Да, 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 да. поэтому команда себя покажет И- во всей красе, да? Да. Ну вот каждый год, смотрите, да, фестиваль «Зима начинается с Якутии», проводится и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Вот чем наши шеф-повара и предприятия общепита удивляют гостей в этом? Так, 10-й раз проводится фестиваль «Вкус Якутии». Вот, он опять же с 27 ноября стартовал. Надо отметить то, что на Восточном экономическом форуме было высказано, что гастрономический туризм существует на Кавказе и в Якутии. Вот. То есть такое замечание прозвучало, да? Да. Вот. Почему? Вот, за нашим вкусом. Потому как мы знаем, что у нас наша природа, она дает определенный вкус, да? Нашей продукции, местной продукции. У нас все натуральное. Мясо, жеребятина, рыба, морской омуль, червь, да, колымский, допустим. Вот за этим вкусами люди едут к нам. Ну и, конечно, они ощущают наш холод, вот, нашу этническую культуру, вот, самобытную кухню, да, вот это вот у нас все это традиционное, вот это вот у нас распространяется. Вот. Ну и наши рестораторы, они правильно делают, что они все время экспериментируют, что-то новое привносят. И в этом особенностью этого года является то, что, опять же, в течение вот с 27 по 3 все блюда во всех организациях, ресторанах, которые участвуют, там будут именно под брендом «Вкус Якутии» подаваться, все будут индивидуальные, эксклюзивные. Вот. Были проведены мастер-классы, вот. Также гастроужины, и также у нас были приглашены также шефы. Шефы – это шеф-мастер с Мурманска Максима Галецкого, да, вот. Также у нас проводится также научно-практическая конференция, где интересной темой является питание в биотехнологиях для сбережения здоровья населения Арктики тоже. То есть наше питание тоже является здоровьесберегающим. Вот это вот тоже это обосновано. Вот. И также у нас в качестве почетного гостя будет Адильхан Сериханов Саметович, международный эксперт из Казахстана. Ну, Владимир Владимирович, вы курируете сферу предпринимательства в Якутске, да? Какое участие принимают предприниматели в республиканском фестивале «Зима начинается с Якутии»? Как было сказано, все мероприятия, они ориентированы на сферу гостеприимства. Вот. Тот же самый ледовый парк, там он выступает инициатором организации «Северное сияние». То есть это вин-вин, мы достигаем общих результатов. Во-первых, у людей, жителей города Якутска, появляется возможность отдохнуть, место отдыха, локации. Вот. Второе, мы помогаем по призам. Вот. Организационные расходы за счет принимающей страны, то есть «Северное сияние» их 3 раза кормит, организовала ночевку, трансфер, все остальное, да, вот. Там, конечно, огромная благодарность. И плюс к этому вот по части гостеприимства в сфере ресторанного бизнеса у нас ассоциация гостеприимства, руководитель Татьяна Александровна Тымырова, вот, Дмитрий Громов, Малый базар, вот, ассоциация предпринимателей, сделанной в Якутии, и, как я озвучил, это у нас наши ювелирные производители, Золотник, Керга, Борисов, Сахалмаз, Хамдрагметалл, Топ Ритейл. Без них вот это вот мероприятие никак не проходило бы. Ну вот фестиваль «Зима начинается с Якутии» известен в стране как фестиваль событийного туризма. Вот какие есть планы по развитию туристического потенциала Якутска? Так, ну, во-первых, надо отметить то, что по данным, да, по данным официальным у нас за прошлый год 270 тысяч человек посетило город Якутск. Ну, это как точка входная в Якутию. Вот. Из них 154 именно тысячи по городу Якутску. Да? Мы хотим, чтобы эти цифры увеличились.
Вот. И, как мы помним, в этом году были побиты рекорды по СХ Туймады тоже, да, по количеству наших участников. Это самое большое событийное мероприятие, я бы не сказал бы даже на Дальнем Востоке, а в России, потому как за 2 дня у нас прошло, если не ошибаюсь, 230 тысяч человек за 2 дня посетило данное мероприятие. Вот. Это, конечно, интересно людям. Вот. Фестиваль вот Заная. Это наше зимнее мероприятие, вот именно встреча зимы, вот, встреча Нового года. Вот, и у нас есть свой проект, надеюсь, что мы этот проект в скором времени реализуем. Называется «Холодные игры». Это уже будет проводиться ну, зимнее-весеннее время. Вот. Хорошо, ну, главным событием фестиваля «Зима начинается с Якутии» станет зажжение елки новогодней 1 декабря. Вот расскажите об этом событии, но и фестивале «Строганин». Да, вот это вот одно из тоже больших важных мероприятий, которые мы совместно проводим с республикой. Это зажжение елки. Зажжение елки у нас состоится 1 декабря. Во-первых, нынче место перенесли. Зажжение республиканской елки у нас будет на площади Дружбы, вот, 16:00, а в 17:00 мы зажжем елку на площади Орджоникидзе. Вот. Вот. И вот как раз к этому будет приурочен парад грузовых машин, оформленных по проспекту Якутска. Вот. То есть в тот же день в 16 часов загорится елка, а затем будет парад? Нет, площадь Дружбы зажигается елка, а в 17:00 на площади Орджоникидзе. И после этого у нас пойдет парад грузовых машин, производителей города Якутска. Ну, надеюсь, что у нас все получится. Сами волнуемся, конечно. Ну, обязательно должно получиться. Ну и, конечно, фестиваль Строганина. Расскажите, какие особенности в этом году, где будет проходить, в какое время? Так, получается, Строганина. Строганина у нас будет проходить 3 декабря в ДК имени Гагарина. И будут у нас участники из 16 команд, вот, с Улусов и города Якутска. Вот, и впервые администрация города Якутска проводит данное мероприятие на республиканском уровне. Вот, и плюс к этому будут там и творческие номера, суть и многообразие наших национальных народов Якутии. Вот, посещение все это будет бесплатно, и также будет проводиться и выставка, ярмарка местных товаропроизводителей именно мясной и рыбной продукции. Вот, возле ДК Гагарина. Вот, внутри у нас будет ярмарка самозанятых. Вот. И, конечно, сам процесс, конкурс строгания рыбы – это совсем другое зрелище, конечно. И все это будет бесплатно проходить, вход бесплатный. Приглашаем всех гостей, жителей города Якутска. Ну вот, учитывая, да, предыдущие годы, есть какой-то накопленный опыт, какие-то, может быть, особенности в этом году, что предусмотрели, может быть, какие-то сюрпризы, может быть, ожидают гостей? Да, нынче мы хотели провести в центре, но, к сожалению, этого не получилось, потому как у нас спортобъекты, будущий год «Надеюсь Азии», ремонты, поэтому в этом году мы проводим там. Вот. Горький у нас опыт есть, ну, у организаторов ранее. Это когда проходила вот бесплатная раздача рыбы. Вот, и бешеный ажиотаж, конечно. Бешеный ажиотаж, прям зомби-апокалипсис какой-то был. Да, мы везде было это освещено, конечно, так не должно быть, потому как у нас, во-первых, участники должны быть санитарными со всеми нормами. Ну, Роспотребнадзор за всем этим бдит, следит, надзорные органы, соответственно, все это, как говорится, будут остерегаться, но к потреблению это, к сожалению, по нормам, по законным нормам это невозможно. Там. Ну, поэтому мы призываем наших телезрителей, если они отправятся на фестиваль, вести себя, как говорится, прилично, не устраивать толкучки. Ну, там продажа будет. Так что можно будет рыбку купить, если что, и дома нарезать. Как раз первые рейсы пошли, зеленые рейсы, которые вот с Арктики доставляют свежую рыбу, надо закупиться на Новый год, поэтому, я думаю, у людей будет возможность это сделать. Ну хорошо, Владимир Владимирович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешного проведения фестиваля. Ну и мы, конечно, обязательно осветим в своем эфире все эти мероприятия. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.